Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы подведем с вами итоги 2022 года с лучшими участниками и героями телепередачи «Я молодой». Друзья, внимание на экран. – 2022 год был наполнен событиями самого разного формата и масштаба. Передача «Я молодой» всегда находится на острие общественной жизни и ставит на обсуждение аудитории и зрителей самые яркие моменты. 37 выпусков, свыше 750 участников аудитории и множество зрителей по всей республике. Таковы итоги уходящего года для передачи. Каковы итоги этого года для гостей и участников передачи? И каковы их ожидания на следующий год? Сегодня участниками нашей аудитории являются те, кто становились лучшими участниками выпусков 2022 года, а также те, кто становились героями нашей передачи. А также наш сегодняшний выпуск пройдет в формате открытого разговора без разделения на противоположные позиции. Друзья, поэтому выбираем комфортные места и, пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас мы обращаемся к тем, кто становился героями нашей телепередачи. Друзья, какие изменения вы можете отметить с тех пор? Екатерина Назаровна, давайте в первую очередь обратимся к вам. Сохранила ли якутская культура и эсэх, в частности, свой духовный смысл в условиях новой реальности? И какую роль и место сегодня они занимают в жизни якутян? У нас же всегда так большой видится на расстоянии. И я очень рада, что все, кто побывал на нашем празднике, сказали о том, что мы сохраняем, приумножаем именно то наследие, законные культуры. Это были мои гости из Казахстана, Кыргызстана, Монголии. Я думаю, что это очень важная оценка того, как у нас сегодня развивается наш эсэх. Очень много надо еще нам сделать, очень много предстоит работы для того, чтобы наш праздник все-таки стал в ряд с праздниками ЮНЕСКО. Поэтому я думаю, что в 2022 году мы начали очень большую работу, которую надо продолжить. Что способствует патриотическому воспитанию подрастающих поколений в наше время? Хочу отметить, что с этого года у нас в стране стартует российское движение детей и молодежи. Сегодня формируется команда региональная, ведется большая работа по созданию структуры. И скоро мы направляемся в Москву для того, чтобы на федеральном уровне все это обозначить, все рабочие моменты обговорить, но очень надеюсь, что то направление работы, с которым мы занимаемся уже в течение многих лет, будет укрепляться в связи с созданием нового движения. И те проекты, те инициативы, которые сегодня действуют, имеются, будут получать новый импульс в развитии нашего движения. Я очень верю, что детское движение, молодежное движение, оно создает условия для того, чтобы люди стали патриотичными, чтобы они стали ответственными и с малых лет могли стать участниками большой нашей с вами жизни. Ольга, пожалуйста, поделитесь, какие новые перспективы открываются у местных производителей национальной продукции? 2022 год для нас был очень знаковым. Уже говорим «был», он уже проходит, и очень символичным, потому что этот год нам дал возможность зарегистрировать в Роспатенте наш торговый знак «Сделано в Якутии». И теперь наши промысловики, ремесленники, предприниматели, которые работают в сфере народно-художественных промыслов, будут защищены. И с каждым днем у нас больше появляется новых членов ассоциации «Сделано в Якутии», которая дает возможность расти, развиваться и выходить на новые уровни развития. Замечательно, мы послушали тех, кто становились героями нашей передачи, получили, так сказать, наивысшую обратную связь от наших телезрителей. Ну а сейчас давайте вместе и с нашими лучшими участниками выпусков подискутируем на ряд вопросов. Итак, первый вопрос. Друзья, тут у нас опять же открытый микрофон, могут высказываться все, поэтому, пожалуйста, давайте не будем стесняться, будем активны. Итак, как вы считаете,
Существует ли поколенческий разрыв между взрослым населением и молодежью? И как это можно исправить? Скорее всего, нужно просто показывать нашим родителям, нашим бабушкам то, что мы хотим заниматься тем, чем мы хотим, и это и вправду будет нам интересно на протяжении всей жизни и полезно нашей республике, нашей стране вообще в целом. Пожалуйста. Эта проблема отцов и детей была воспета и у тех же античных философов, и в классической литературе, и в современной литературе. Ну и, конечно, в истории человечества еще не было такого времени, когда разница поколений бы никак не проявлялась. Плохо ли это? Ну, я думаю, что нет. Потому что постоянно новое поколение чем-то отличается от старого, и вот эта вот разница, можно сказать, какая-то конкуренция некая между старым и новым, она позволяет взять лучшее от каждого. Кто-то приносит новое, с более Продвинутые. более мудрые, более старшие люди смотрят на это со своей стороны. Может, что-то могут исправить, может, что-то могут посоветовать, может, еще что-то изменят. В общем, это такое постоянное движение историческое, которое ведет именно все человечество к более каким-то высоким уровням. Соответственно, это исправлять не нужно. Исправлять не нужно. Все, мне кажется, идет прекрасно, все отлично. Хорошо, спасибо. В наше время мир очень быстро меняется, и раньше, например, в наше детство раз в 10 лет или 5 лет появлялись какие-то новинки, а сейчас как бы каждый год появляются какие-то новые тренды, новые какие-то направления, к которым нужно уже адаптироваться нам, взрослым людям. И когда, я помню, мы провели совещание по движению Саха КВН, и я ощущаю себя молодым, но оказывается, я иногда не понимаю нашу молодежь, они предлагает такие новые фишки, которые мы даже не знаем. Поэтому важно, чтобы вот такие вот профессиональные сообщества, они были везде. Например, вот начиная с молодых журналистов, заканчивая всеми теми направлениями, которые имеются у нас. Поэтому как бы от тех людей, которые имеют один интерес, можно вот таким образом сохранить преемственность. Поэтому То есть хочется, налаживать чтобы у всех контакт. взрослые предприниматели, молодые предприниматели, взрослые, скажем, именитые, маститые писатели, начинающие, например, те люди, которые вот живут, как бы любят литературу и так далее, и так далее. Тогда будет, мне кажется, мостик будет заложен такой крепкий и фундаментальный. Спасибо. В продолжении нашего разговора хочу сказать о том, что, наверное, проблему отцов и детей я бы не стала бы об этом говорить, потому что в первую очередь я всегда вижу в человеке его творческие способности, его вот именно желание сделать мир красивее. Я думаю, что это есть и у взрослых, это есть и у наших студентов, и юного поколения. Я знаете, что хочу сказать? Мне все интересно. Вот я 2 декабря открыла очень интересную молодежную выставку. Хочу, кстати, вас пригласить. Она проходит в Музее истории академической науки в Институте гуманитарных исследований. Молодежная выставка «Человек снежный», Science Art. Вы знаете, там есть столько интересных арт-объектов, видеоинсталляций. Очень интересная тема экологическая, поэтому моя задача была в том, что мы вместе со студентами должны были найти очень интересную концепцию и идею. А ребята, художники, дизайнеры, те, кто занимается именно художественным творчеством, очень хорошо раскрыли эту тему. Поэтому я думаю, что для нас очень важно, первое, это то, чтобы тебе было это интересно. И без разницы, ты взрослый, молодой, у тебя должно быть все время ощущение того, что это твое творчество. Нам, взрослым, очень интересно. Я не думаю, что мы стоим прям вот так как-то на стороне. Поэтому я думаю, что правильно, исторически, философски эта проблема есть. Но эта проблема может быть достаточно, как бы сказать, она очень может стать гибкой, просто развернуться друг к другу и начинать вместе творить. Вот я так думаю. Спасибо. Нужно быть молодым душой, когда ты можешь подойти с каким-нибудь человеком, который тебе, грубо говоря, в отцы, там, в матери годится, и мы будем разговаривать про какое-то аниме, которое очень любим и часто пересматриваем. Ну, это мое мнение. Спасибо. Пожалуйста. Лично я ничего не имею против того, что вот есть разделение на новое поколение и на старое поколение. В любом случае оно было и будет, решит только время. Также хочу вот подметить, бывают разные рода мероприятия,
допустим, Science Art, например. То есть название, оно очень даже немножко футуристичное, немножко молодежное, потому что оно немножко на английском. Да, вот. Но при этом, там все равно есть какие-то вот арты, которые из старого времени к нам пришли. Поэтому мне кажется, что все-таки может быть какое-то некое слияние. Так, пожалуйста. Как уже сказали, я считаю, что разница между поколением, которое сейчас идет, поколение Z, и их родителями, то есть нашими родителями, которые 80-х годов, именно в интересах у нас нет разницы. То есть мы с мамой, например, смотрим одни и те же фильмы, мультфильмы, слушаем одну и ту же музыку, но есть очень большая разница в психологии, которая будет всегда. То есть человек в 18 лет и человек в 40 лет всегда будет различаться, но интересы у них могут быть одни. Лично я думаю, что проблемы отцов и детей вообще не существует. Тут интересный момент в том, что скорее все зависит от того, как люди мыслят. Скорее даже каким категориям мышления они себя причисляют. Например, Тургенев написал не только «Отцы и дети». Почти все его популярные произведения посвящены проблеме, которая касается конфликта двух разных, скорее, философских или политических групп. Вот как нигилисты и консерваторы, например, в «Отцах и детях». И говорить о проблеме детей и родителей здесь не стоит. Я думаю, больше стоит говорить о том, насколько вообще люди образованы и опытны. То есть взрослые более опытные, они исходят из этого. А молодежь более открыта, она исходит из того, что может схватить просто и понять. Поэтому и осуждать молодежь, и осуждать взрослых, и уводить это в какую проблему, как мне кажется, вообще не стоит. Как уже сказали, люди должны быть просто доступны к пониманию чужих идей. Новое поколение. Мы ведь не знаем, что надо делать. А вот в таком ситуации нам помогают наши, как сказать, дедушки и бабушки, Наставники. старшие люди, да, вот так вот. Так что надо уважать, ценить и с ними вместе делать, творить, реализовать. Спасибо. Спасибо. Добавлю, значит, насчет вот отцы и дети, вот лично мой пример, да, что такой проблемы в принципе не существует. Когда я пришел работать в школу, там уже в школах сейчас введен такой курс «Молодой педагог-наставник», да, и каждому молодому педагогу прикрепляется наставник в школе, ну, по предметам. И мы с моим наставником, у нас, как сказать, отношения как у матери и сына. А иногда даже очень даже дружеские, мы можем посмеяться на какие-то общие темы. И самое главное, что мы такой творческий тандем, потому что у нее был авторский семинар районный, и где я тоже принимал участие как соорганизатор. Вот. И мы вместе сидели и креативили над ее открытым уроком, над всем этим, потому что там большая команда работает над открытым уроком, и перенимаем опыт таким образом. Спасибо. Ну, я вообще считаю, что этот вопрос не является проблемой, потому что если вот смотреть на разные форматы данного вопроса, можно прийти к разным выводам. То есть вот на государственном уровне всегда создавалось взаимодействие между молодежью и старым поколением. Вот, например, при нашем собрании есть молодежный парламент, при молодежном парламенте есть ассамблея, то есть вся государственная структура, она затрагивает все возрастные категории, чтобы учитывать интересы всех возрастов. И даже если затрагивать вопрос личного характера взаимодействия, то тут тоже особой проблемы нет, потому что все имеют право голоса. И вот многие молодые люди задаются вопросом, да, почему они мне говорят так делать, почему они мне постоянно советуют. Но не проблема, а сама суть в том, что у каждого человека есть свое мнение, и он свое мнение пытается кому-то высказать. И в плане креативности, то тут тоже проблем нет, потому что старшее поколение, оно интересуется тем, какими идеями горят наши молодые ребята, хотят перенимать их опыт, идеи и реализовывать их. Так что в этом проблемы я никакой не вижу. Хорошо, спасибо.
Итак, друзья, мы послушали ваши замечательные ответы и затронули тему вообще интересов молодежи. И хотелось бы задать вам вопрос. Что сегодня нужно современной молодежи? Могу сказать, что современной молодежи, ну то есть нам, нужно больше ресурсов для действия. Например, такие ресурсы дает ППОС, молодая гвардия, но это все равно, можно сказать, недостаточно. Мы работаем и знаем, что можем еще лучше, еще мощнее, но пока на данный момент нет ресурсов для этого. Новому поколению новый подход надо. Молодежи подход надо. Надо мотивировать этих людей. Этих талантливых людей надо мотивировать. У нас в республике все ресурсы есть. Все эти, как сказать, условия есть у нас. Но нету мотивации вот этим новым людям. Мотивация должна быть. Надо поддерживать их, надо руки им подавать. Когда они что-то хотят делать, руку надо поднимать, надо помогать, выручать, мотивировать надо. Вот так вот. Спасибо. Я считаю, что любая молодежь, она, конечно, всегда стремится к свободе передвижения, к свободе самовыражения и к прочим интересным таким свободам. Тут поднималась уже тема глобализации, и если вы посмотрите, как она проходит, то в основном именно молодежь ее и двигает, потому что именно молодежь стремится стереть границы между регионами, между городами, между странами, выйти вообще на всю планету, покорить что-то другое, показать себя в другом месте и прочее. Поэтому тут уже также мелькала тема, что не нужно связывать крылья молодежи. Да. У молодежи крылья есть и очень большие, которыми они всегда хотят воспользоваться. Связывать их не нужно. Дайте им больше свободы, они покажут себя в самой лучшей стороны. Вот и все. Пожалуйста. Всем привет. Я бы хотела сказать, что молодежи нужно найти свой путь. Вот бывает период, когда ты уже окончил университет, и ты устраиваешься на работу, и не надо закрываться в мысли, ограничивать себя тем, что вот ты устроился на работу, и все. То есть дальше уже только работа. Нет, на самом деле это не так. Человек развивается всю свою жизнь, и он не должен останавливаться, развиваться, стремиться к чему-то лучшему. Да? У нас нет предела совершенству, и мы можем... в дальнейшем уже, когда мы трудоустраиваемся, наша жизнь полностью зависит от нас самих, и мы не должны это забывать и украшать нашу жизнь. Очень правильное замечание, вообще тебя могу дополнить. Я сам в студенчестве тоже был весьма активным молодым человеком, и я помню свое окружение, тоже горящие ребята, но после того, как они все трудоустроились, они все куда-то пропали. Все, работа, которая их поглотила, ежедневная рутина. Я думаю, что вообще ни в коем случае не стоит, во-первых, сбавлять активность, во-вторых, лишать себя каких-либо амбиций. Спасибо. Пожалуйста. Мне кажется, что сейчас российской молодежи не хватает сильных молодежных лидеров и молодежных специалистов. И на самом деле у нас очень много есть площадок, у нас есть очень много ресурсов, однако большая часть всей молодежи просто не умеет ими пользоваться. То есть точки кипения, они почему-то пустуют, потому что никто просто не знает, как зарегистрироваться на Лидер ID, например. Или у нас есть очень много организаций, которые сначала создаются для того, чтобы молодежь в них приходила, молодежь в них участвовала и развивалась, однако они потом просто как-то сжимаются из-за того, что никто не знает, как ими пользоваться. Я считаю что молодому поколению всегда нужно учиться, но не только молодому поколению. Знание — это корень всего хорошего. Глупость человека не украшает. Это мое мнение. Спасибо. Геннадий, а как вы думаете, нужно ли вообще всю молодежь захватывать, организовывать? Нет, это неправильная задача, потому что по Конституции каждый человек имеет право на объединение и на свободу действий. Поэтому всех обязать невозможно. Самое главное, все начинается с интереса. По интересам люди объединяются, укрупняются и для того, чтобы работать над какими-то задачами или реализовывать какие-то идеи. Можно я свои тоже 5 копеек внесу в этот вопрос? Я удивляюсь, удивляюсь, насколько умна, рассудительна, креативна наша молодежь в плане своих предложений, да? Но я не услышала слова «я возьму и сделаю». Вот я сделаю организацию свою, да? Было сказано, что нам нужен хороший лидер. Ну вот ты сидишь
лидер своего окружения. Я знаю, что сегодня, наверное, пришли все те, кто является лидером общественного мнения среди своего круга. Возьмите и сделайте. Начните с малого. И я подумала, что вопрос звучит, что нужно сделать, да? Наверное, нужно все-таки среди тех, кто сегодня управляет нашим обществом, среди тех, кто задает тон, и среди тех, кто делает наше завтра, пригласить вас, ваших друзей, тех, у которых есть умные мысли, сесть за круглый стол. У нас проводится в Якутске очень много форумов. Гражданский форум, молодежный форум. Обязательно нужно выступить, высказаться. Ну и, конечно же, взять и делать самим. И вот я сделаю, вот я это предложу и сделаю. Вот ответственность вам и смелость. Да, на себя взять и сделать. Спасибо. Так, друзья, у нас тут с вами развивается очень интересный диалог, и поэтому хотелось бы спросить, как вы относитесь к утверждению, считаете ли вы его верным, что молодость дана для ошибок? Мгм. Пожалуйста. Я согласна с этим утверждением, потому что молодость — это как раз время ошибок. А ошибки нам зачем? Ошибки нам дают опыт. Опыт, который в дальнейшем нам пригодится, и мы будем развиваться, и благодаря нашему развитию мы сможем найти свой путь в жизни. Так что да, сейчас самое время совершать ошибки, пробовать что-то новое, искать себя, свой путь. Насчет этого утверждения, конечно, безусловно, мы все согласны с этим, потому что молодость — это и вправду такое время беззаботное, да, свободное, когда тебе хочется делать вот реально все, что есть, все, что хочешь, то ты и делаешь. И очень глупо иногда замечать со стороны не только старшего поколения, да, с того же и младшего поколения замечать такие вещи, как осуждение за такие ошибки. К примеру, если тебе очень интересно какое-то дело, вот, прям интересно тебе, но в этот момент ты сделал какую-то ошибку, и что-то пошло не так. И, безусловно, есть какое-то осуждение, типа, вот, зачем ты это сделал, как-то тебе еще рано для этого или тому подобное. И самое главное, наверное, это за такие ошибки, получается, не прощать их, как бы сказать, принимать их, потому что это наша часть жизни, и без этого нам никуда. И, безусловно, вступя в любое дело, в любую организацию, ты можешь совершать ошибки. Это тебе простительно. И нужно их принимать и жить с этим, потому что без них никуда. Все, спасибо. Спасибо. Можно я скажу? Мне кажется, что ошибки, они даются, когда вот молодой человек пробует себя в какой-то профессии, в какой-то отраслевом признаке. Не просто там по поведению или по жизни что-то ошибается. Нет, это уже воспитание, это уже, мне кажется, личные моменты. И мы даем право ошибок, когда вот человек пробует себя в какой-то профессии. И я хочу как совет сказать, ребята, у нас экономика отраслевая, то есть сельское хозяйство, здравоохранение, образование и так далее, и так далее. Поэтому опыт надо набирать своей по профессиональной линии. Не просто быть активистом в каком-то объединении, а в лучшем случае должно быть объединение твоей по профессии. Вот тогда будет конкретный опыт, и там можно уже ошибиться, и с помощью наставников, взрослых можно себя корректировать. Все готовы работать с молодежью, потому что всем нужен свежий ветер, свежая кровь, скажем, да, и это вы нам нужны, ребята, а не наоборот. Спасибо. От ошибок человек получает самый положительный, самый бесценный опыт, который только можно взять. Ни на одной лекции, ни на одной паре он его не получит больше никогда. Я с самого начала этого выпуска говорю, что молодежи нужна свобода, а свобода и ошибки, они всегда идут рука об руку. Ошибаться нужно, ошибаться можно, ошибаются все. Но нужно делать это именно в таком ключе, чтобы это вело к чему-то большему. Тут уже также хочется сказать, что не знаю почему, но и в школе, когда я учился, и когда я учился в институте, именно ребята, которые из России, они всегда очень боялись делать ошибки. Я ездил по обмену в другую страну, я смотрел на то, как учатся другие ребята, они правда не боятся ошибаться. Они не боятся выйти к доске, они не боятся сказать что-то неправильно, они не боятся, если они изучают иностранный язык, какое-то предложение неправильно построить. Наши ребята, они все время пытаются что-то просто вылезать до идеального какого-то состояния, и из-за этого они всегда остаются позади, потому что они не получают этот опыт, который получают другие. Поэтому просто я пока на телевидении сижу, я просто кричу вообще на всю республику: ребята, не бойтесь ошибаться, это нормально.
В этом Никогда нет ничего не плохого. бойтесь. Да, никогда не бойтесь ошибаться, потому что ошибки — это опыт. Без опыта у вас ничего не получится. Вы ошибаетесь, вы получаете опыт, и это двигает вас дальше. Не нужно все вылизывать до идеала. Как раз сейчас, когда у нас капитализм, когда у нас идеи индивидуализма, они развиваются, мы и получили ту самую молодежь, которая думает о своих желаниях, которая думает о своих идеях, которая их реализует, которая создает какие-то стартапы. И это, слава богу, это двигает нас сейчас вперед. Поэтому я считаю, что никакую уравниловку советской системы вводить ни в коем случае нельзя. Это просто отбросит нас назад. Таково мое мнение. Спасибо. Спасибо. Ну, смотрите, вообще мы сегодня специально с вами не разделились на две там противоположные точки зрения, потому что на самом деле мнений всегда бывает очень много. Вообще, на самом деле, правильно, когда мнений много, они позволяют нам прийти к тому, что такое истина, к чему-то объективному. Потому что объективная картина — это совмещение множества субъективных картин. И нам на самом деле очень важно отметить то, что вот на протяжении всего года к нам приходило огромное количество ребят. Мы вот посчитали, свыше 650 ребят всего становилось участниками нашей аудитории. Нам бы хотелось, чтобы в последующем, наверное, с своей стороны такое пожелание, чтобы в последующем каждый, кто участвовал в нашей передаче, каждый, кто смотрит эту передачу, в первую очередь, не боялся формировать свое мнение. И, во-вторых, он все же следовал понятию о критическом мышлении. Потому что, как бы ты ни хотел, ты не можешь знать все. Вот. Ну и как говорил Платон, я знаю, что ничего не знает, нам позволяет расти дальше. Пожалуйста. Сейчас я обращаюсь к тем людям, кто были героями нашей телепередачи. Какие пожелания вы бы хотели озвучить для нашей сегодняшней аудитории и телезрителей? Катерина Назаровна, пожалуйста. Я хочу сказать, пусть эта передача будет путеводной звездой для молодых и нас, потому что она действительно, как я сказала, дает возможность вместе со всеми нами найти какие-то пути решения, как жить и быть каким дальше. А в целом всем своим участникам, вообще всем хочу пожелать о том, что хочу пожелать одно. Вы знаете, надо уметь мечтать в любом возрасте, иметь вдохновение для того, чтобы у вас были новые проекты, и вы их реализовали. И очень хорошо сказал тоже один из участников, что нужно объединяться. Давайте объединяться. Я, мифолог, ритуалист, и всегда призываю к тому, к чему. Когда мы беремся за руки в нашем национальном празднике Асохой, мы чувствуем дыхание, ритм каждого. Давайте объединяться. Все, вот таким. Спасибо. Я, конечно же, соглашусь с Екатериной Назаровной, со всеми теми словами, которые она сегодня сказала в адрес и молодежи, и в адрес вашей передачи. Очень благодарю всех тех, кто в течение этого года были в передаче. Я часто после той передачи, когда я участвовала, всегда смотрю, и то, что я пропустила в Ютубе, тоже просматриваю. И то, что вы делаете, ребята, это очень большая работа для того, чтобы развивалось наше общее общество. Спасибо. Спасибо. Но я хочу пожелать нашей молодежи, чтобы они были более решительными, чтобы не было вот такого вот слова, как нейтралитет. Если вот они выбирают да или нет, то они аргументировали, основывались на своем опыте, на анализе материала. И вот правильно ребята сказали, что нужно быть обязательно критическое мышление, и критику надо начать с себя, самого себя. Надо уметь анализировать, прогнозировать. Вот тогда будет все хорошо. Поэтому всем благодарю за участие, вам за организацию, за то, что вы нас пригласили в качестве экспертов. Для нас это очень ценно. Мы тоже вот благодаря вашей передаче, наши мысли, наши идеи, наверное, дошли до многих наших телезрителей. Большое вам спасибо. Можно под конец я произнесу стихотворение Ридиарда Киплинга, писателя и поэта? Ну давай. Давай. «Умей мечтать, не став рабом мечтания, и мыслить, мысли не обожествив. Равновстречай успех и поругание, не забывая, что их голос лжив. Умей принудить сердце, нервы, тело, когда в твоей груди давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит: иди. Наполню жизни каждое мгновение, часов и дней неуловимый бег.
тогда весь мир ты примешь как владение, тогда, мой сын, ты будешь человек. Сегодня нам хотелось бы отметить двух человек. Участника, чьи аргументы оказались самыми весомыми при оспаривании своей личной позиции сегодня. А также героя передачи, которая получила наивысший отклик от зрителей. Ну, начнем мы, наверное, непосредственно с героя передачи. Выпуск с кем, собственно говоря, получил наивысший отклик, наиболее, скажем так, расположил к себе телезрителей, саму аудиторию. Хотелось бы в первую очередь отметить Екатерину Назаровну Романову. Екатерина Назаровна, пожалуйста, мы вас сюда также приглашаем. Екатерина Назаровна, хотелось бы вам вручить наш небольшой памятный презент, статуэтка нашей телепередачи, чтобы всегда напоминала все эти яркие моменты, которые были связаны вместе с вами. Спасибо большое, дорогие мои. Я очень долгое время работаю в разных образовательных институциях, и мне всегда безумно интересно с молодежью. И мне очень нравится эта традиция, когда в конце мы выбираем участника, который был наиболее активен, и у него были интересные идеи, интересные мысли. Вот. Но сегодня я знаю, уже скоро будет Новый год, и мне очень хочется сделать маленькие символические сувениры ведущим, потому что они всегда говорят, вот а теперь, значит, давайте теперь и мы их поздравим с наступающим Новым годом. Спасибо. Пусть как путеводная звезда, я сказала, эта передача будет. Вот, поэтому дарю такую игрушку новогоднюю, звездочку Ленин. Спасибо большое. Вот. Антону я подарю снежинку, в которой очень много, как вы видите, граней, потому что я хочу, чтобы эта передача сыграла многими новыми еще гранями. Успехов этой передаче. Спасибо большое. Екатерина Назаровна, пожалуйста. Угу. Спасибо еще Спасибо раз. большое. Ага. Выбрать лучшего участника сегодняшней передачи нам помогли и те, кто остается за кадром, наши редакторы и режиссер. Да, ну и вместе, конечно, с нашими операторами, всеми теми, кто работает за кадром. Да, мы пришли к мнению, что сегодня стоит отметить лучшим участником Руслан. Руслан, пожалуйста. Спасибо тебе за твою активность, за умение всегда, вне зависимости от контекста, выразить свою личную позицию. Ну и, пожалуйста, пару слов тебе. Да, спасибо большое. Очень красивая награда. Эта передача одно из довольно немногих мест, где молодежь действительно может собраться и на целую республику вещать свои мысли. Люди могут слушать нас, старшее поколение, другие регионы, другие города, могут прислушиваться к нам и, возможно, что-то менять в жизни нашего государства, наших городов. Я очень благодарен за это. Спасибо. Спасибо, Руслан. Вот, дорогие друзья, очень бы хотелось вас поздравить с этим наступающим 2023 годом. Ну и пожелать вам в первую очередь, конечно, крепкого здоровья, чтобы ваши личные амбиции всегда соответствовали вашим возможностям. Ну и давайте всегда помнить о критическом мышлении, о том, что всегда стоит смотреть на все с разных сторон. Как сегодня прозвучали слова, это строить именно свою индивидуальность, свою личность, ничего не бояться пробовать, не бояться ошибаться и не бояться быть ярким. Ну а сейчас мы всех приглашаем подняться сюда для того, чтобы мы могли вместе с вами сделать памятное фото, ну и много, опять же, пообщаться друг с другом. Пожалуйста, поднимайтесь сюда. Частью нашей аудитории можешь стать и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. С вами была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока!